Имя известного драматурга Кена Людвига ассоциируется по всему миру с современной комедией. Его пьесы ставятся во многих театрах мира. Дошла очередь и до Сухумского русского театра драмы. Комедия «Примадонны» будет представлена зрителям буквально на днях. Перед труппой театра стоит непростая задача, так как подобная яркая комедия ставится впервые в Абхазии. «Примадонны» — это американская история в шекспировской романтической манере с забавными перевоплощениями и путаницей. Такого рода спектаклей, на мой взгляд, и на моей памяти, и по той информации, которая у меня есть, в Абхазии еще не ставилось. Потому что это такая, знаете, комедия положений классическая, но это современная пьеса 2004 года, которая на самом деле дает колоссальные возможности для режиссерской фантазии, для проявления артистов всех своих возможностей. Хулиганство в рамках приличия. Именно так представляет комедию режиссер-постановщик Сергей Ефремов. По его словам, самое удивительное то, что пьеса прекрасно подошла труппе театра. Здесь у нас все достаточно вкусненько сделано будет и, думаю, интересно. Также, собственно, у нас будет задействован весь зал, спектакль «Праздник», театр-праздник. Вот, нужно получать удовольствие, приходить и заряжаться позитивом. Кроме того, по словам Ефремова, подобного рода спектакли дают режиссеру проявить свои возможности, фантазию, а актерскому составу свой талант. Актер Джамбул Журдания признался, что сама постановка — это своеобразный риск. Это настоящая шутка. Шутка, забава. И за этим, если больше ничего не додумывать, не домысливать, то все будет хорошо. Я так думаю, потому что здесь нет никаких глубоких и глубочайших каких-то подземных, каких-то вторых планов. Здесь все на поверхности, и все, что видите, не более того. Вот поэтому, нам, наверное, надо немножко привыкать учить язык искусства, и театра в том числе. Потому что это все равно это метафора, это аллегория. 15, 16 и 23 июня любители театра смогут увидеть на сцене Русского театра драмы комедию «Примадонны». Руководство театра и актеры уверены, что зрители будут приятно удивлены и получат много позитива. Саид Джарсалия, Беслан Чинджерия, Абхазское телевидение.